Жители Якутска ощущают на себе аномальную температуру выше нормы на 6-8 градусов. Столбики термометров уже вторую неделю показывают 32-градусную жару. Спасением для горожан стали укрытия в тени, пляж и даже городской фонтан. Вот иду на дамбу, на городской пляж купаться. Такую жару спасаюсь, конечно, в тени, но мечтаю съездить в Еланку. По идее, я прячусь в тени, но в этот раз я вылез из тени. Теперь я охлаждаюсь с помощью воды. В эти выходные столбики термометров вновь поднимутся вплотную к рекордной для нынешнего лета отметке. В воскресенье порадует жителей возможной грозой с сильными порывами ветра. И то, как утверждают синоптики, с минимальными осадками. Понедельник, вторник уже тоже без осадков будет. Тепло, дневная будет уже за 30. У нас по долгосрочному прогнозу на июль, июль обещает быть для всей территории Якутии теплым и с дефицитом осадков. Из-за длительной жары сотрудники МЧС находятся в режиме боевой готовности. Сейчас на территории республики действует 62 лесных пожара. Из них 7 на контролируемой зоне оперативников, 2 уже локализованы. По словам специалистов, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Обстановка в данный момент, считаю, с лесными пожарами у нас находится под полным контролем. Сил и средств достаточно, но, естественно, тушение и обстановка с лесными пожарами будет сложная. Мы ее прогнозируем и стараемся принимать все меры. Каждый день 150 оперативных групп ведут патрулирование лесного фонда республики. Также ведется круглосуточный мониторинг труднодоступных территорий путем средств зондирования Земли с космоса. По прогнозам синоптиков, жара будет держаться и на следующей неделе. Преимущественно в центральных, западных и южных районах аномальная погода продержится и в июле. Только жители северного края республики смогут насладиться умеренной температурой воздуха около 25 градусов тепла. Фултон Лариса, Иларион Федоров, Вести, Якутск.